Переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Хасмалиеву Мухамбету Шадыхановичу. Так, спасибо. Так, уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, 27 сентября 2022 года поступил запрос судьи Первомайского районного суда города Бишкек Жанубек Кызы Венере о проверке соответствия абзаца 2 части 1 статьи 9 Закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц, частям 1-2 статьи 57 Конституции Кыргызской Республики. Из-за отсутствия юридической определенности правовой регламентации вопроса об освобождении страховщика от выплаты страховой суммы. Как следует из запроса, в производстве судьи Жанубек Кызы находится гражданское дело по исковому заявлению Жайчибековой к Министерству обороны о взыскании страховой суммы. Так, супруг Жайчибеков погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 19 января 2019 года в период прохождения военной службы. В соответствии со статьей 3 Закона о страховании военнослужащих страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования признается гибель, смерть застрахованного лица в период прохождения военной службы, военных сборов, либо до истечения 1 года после увольнения с военной службы, после окончания военных сборов, вследствие увечья, ранения, травмы, контузии, либо заболевания, полученного в период прохождения военной службы, либо военных сборов. В связи с указанными обстоятельствами супруга погибшего обратилась в пенсионный отдел финансового управления Госкомитета, ныне Министерства обороны Кыргызской Республики, за выплатой страховой суммы. Минобороны отказала в выплате страховой суммы и мотивировала свой отказ требованием абзаца 2 части 1 статьи 9 Закона о страховых выплатах, согласно которому страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай наступил вследствие совершения застрахованным лицом деяния, признанного установленным законодательством Кыргызской Республики в порядке общественно опасным. Основанием же для такого отказа послужило уведомление о подозрении Жайчибекова в совершении дорожно-транспортного происшествия, которое было составлено следователем Следственной службы отдела внутренних дел из Сокотинского района Нагайбаева. Кроме того, по результатам автотехнической и трассологической экспертизы было установлено, что Жайчибеков нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям. Постановлением следователя Следственной службы досудебное производство было прекращено на основании пункта 7 части 1 статьи 26 УПК, это в редакции 2017 года, в связи со смертью подозреваемого. Судья Первомайского районного суда города Бишкек Жанубек Кызы считает, что оспариваемая норма не носит конкретный юридически определенный характер, так как ею не указывается, какой именно процессуальный акт является основанием для отказа в выплате страховой суммы. В соответствии с частями 1-2 статьи 57 Конституции, каждый считается невиновным в совершении преступления, проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба и морального вреда в судебном порядке. В этой связи судья Первомайского районного суда отмечает, что уведомление о подозрении и постановление о прекращении уголовного дела не являются судебными актами, так как события и состав преступления должны быть доказаны в ходе судебного разбирательства с вынесением обвинительного приговора. С учетом изложенного, Жанубек Кызы просит проверить оспариваемую норму на соответствие Конституции. 11 октября 2022 года Конституционный суд обратился к гражданину Плохотин, представляющий интересы общества с ограниченной ответственностью канцлер, о проверке соответствия пункта 2 части 2 статьи 373 ГПК Кыргызской Республики частям 1-2 статьи 57, части 1 статьи 94 Конституции. В ходатайстве указывается, что в период с 3 апреля по 1 августа 2017 года индивидуальный предприниматель Соловьева при осуществлении совместной деятельности сосоканцлер получил от последней товаро-материальной ценности для дальнейшей реализации.
ИП Соловьева по истечении 3 месяцев отказалась от дальнейшего сотрудничества. В этой связи между ОСО, канцлером и аудитором Нургазиева был заключен договор о проведении инициативной проверки взаиморасчетов между ОСО канцлер и Соловьевой. Был выявлен материальный ущерб, но Соловьева, представляющая ИП, возвращать в законном порядке в указанную сумму отказалась. Указанный долг был взыскан решением Межрайонного суда города Бишкек. В дальнейшем данное решение оставлено в силе бишкекскими городскими верховными судами. В марте 2022 года от представителей ИП Соловьевой Первомайский районный суд города Бишкек поступило заявление о пересмотре вышеуказанных решений по вновь открывшимся обстоятельствам, которое было удовлетворено судом. В своем ходатайстве субъект обращения отмечает, что согласно части 1 статьи 373 ГПК, вновь открывшиеся обстоятельства – это обстоятельства, существовавшие на момент принятия оспариваемого судебного акта, вступившего в законную силу, вынесенного по существу дела, которые не были и не могли быть известны заявителями. Вместе с тем, согласно пункту 2 части 2 статьи 373 ГПК, основаниями для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам, является установленным вступившим в законную силу актом суда, прокурора, следователя, заведомо ложные показания свидетеля или специалиста, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод подложных документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного или необоснованного судебного акта. Плохотин считает, что пункт 2 части 2 статьи 373, допуская, что актами прокурора следователя может быть установлена вина подозреваемого за заведомо ложные показания, заведомо ложное заключение и так далее, приравнивать их к актам суда, что прямо противоречит Конституции. Поскольку в соответствии с частями 1-2 статьи 57 каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. На основании изложенного субъекта обращения в ходатайстве приходит к выводу, что постановление прокурора, следователя о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в соответствии с оспариваемой нормой, без судебного разбирательства и без вступившего в законную силу обвинительного приговора суда доказывает вину подозреваемого и может служить основанием для пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам. На его взгляд, данное обстоятельство нарушает положение части 1 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики. С учетом изложенного, Плохотин просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции. Ходатайство Плохотина также было принято к производству. Кроме вышеуказанных обращений, 17 октября 2022 года в Конституционный суд поступило ходатайство Алмазбекова о проверке соответствия части 2 статьи 268 АПК, части 2 статьи 24, части 2 статьи 56, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Алмазбеков в своем ходатайстве отмечает следующее. Стадия пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам является дополнительной гарантией справедливого разрешения дела, поэтому здесь важно соответствие процессуальных норм национального законодательства международным правовым стандартам. По мнению Алмазбекова, особенностью института пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам является то, что она представляет собой одну из важных гарантий справедливого правосудия и законности в гражданском и административном судопроизводстве, поскольку предусматривает возможность отмены любого решения, определения и постановления, хотя и вступившего в законную силу, но вызывающего сомнения в своей законности и обоснованности в связи с выявлением существенных, обычно входящих в предмет доказывания по делу обстоятельств, неизвестных суду и заявителю на момент первоначального рассмотрения дела по причинам от них независящим. Субъект обращения указывает, что ограничение круга оснований к пересмотру незаконного или необоснованного судебного решения, не подлежащего исправлению ни в каком другом порядке, делает невозможным обеспечение правосубности судебных актов и восстановление судов прав и законных интересов граждан, что, естественно, входит в противоречие Конституции. Как отмечает Алмазбеков, основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, перечисленные в части 2 статьи 373 ГПК, существенно шире, чем в части 2 статьи 268. Наряду с этим по АПК вышеуказанные вновь открывшие обстоятельства устанавливаются только вступившим в силу приговором суда, в отличие от ГПК, где
дополнительно имеется также имеющие законную силу акты прокурора и следователя. Следовательно, субъект обращения приходит к выводу, что подобное сужение ВПК оснований для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам ничем не объяснимо, не оправдано и ограничивает граждан Кыргызской Республики в доступе к правосудию. На основании изложенного Алмазбеков просит признать оспаримую норму, противоречащей Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей обращение Алмазбекова также принято к производству. В связи с тем, что запрос судей Первомайского районного суда Джанибек Кызы Венеры и ходатайство Плохотина, представляющий интерес ОСО, канцлер, и Алмазбекова связаны между собой, требования которых связаны между собой, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 32 Конституционного закона о Конституционном суде, определением судьи докладчика от 18 ноября 2022 года дела соединены в одно конституционное судопроизводство. 24 апреля 2023 года Алмазбеков обратился с дополнительным ходатайством, где просит исключить из поданного его ходатайства часть для проверки на предмет соответствия Конституции пункты 1, 3 и 4 части 2 статьи 263. Данное ходатайство удовлетворено. На следующий день в целях обеспечения правильного разрешения дела со стороны судьи докладчика проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращения и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Уважаемые судьи, есть вопросы к судье докладчику?